Здравствуйте, Клара Васильевна. Давно мы не виделись. Как вы живете? Клара Александровна, во-первых. Здравствуйте, Клара Александровна. Вот видите, как вы долго отсутствовали, что я даже ваше отчество забыл. Назвал Васильевной. Ну, давайте расскажите, что у нас за сегодня мероприятие, чем вы живете, что в душе вашем храните в тайне от нашего коллектива. Добрый вечер, дорогие мои друзья. Сегодня уже преддверие Нового года, 2023 года, года кролика. Распрощаемся со старым годом. И поэтому в течение всего этого года столько накопилось вопросов, проблем, которые каким-то образом, можно сказать, не разрешились. Потому что не было этого дня. Этот день наступил. Поэтому сегодня мы собрались за этим круглым столом. Очень приятно в этом кафе сидеть. И вокруг такие прекрасные дамы и мужчины. Сегодняшний день он такой. Первый вопрос на повестке дня все же, это на самом деле итоги года, можно сказать. Здесь в основном члены Союза писателей Чувашии и члены Общественного культурного центра Чувашии. Скажем так, очень серьезный народ. По первому вопросу, естественно, это выпуск нашей книги «Альманаха» членов Союза писателей Чувашии. Мы много лет готовимся к этому делу, такому большому, и хочется оставить за собой очень приятное такое, скажем так, дело, чтобы была книга членов Союза писателей Чувашии. Но так как продвигаемся мы немного мало, может быть, трудно было со временем, может быть, можно было бы финансы какие-то, спонсорства, да, организовать. Но смотрим, ждем и мало двигаемся вперед. Поэтому вот быстро решились, оперативно, и сегодня собрались. Естественно, книга будет такого характера, что самые активные, скажем так, сегодня здесь члены Союза писателей Чувашии, и хотим хотя бы к февралю 2023 года эту книгу создать, то есть выпустить. Туда войдут, как мы планировали, естественно, фотография такая маленькая, член Союза писателей, автобиография тоже не такая длинная, у кого-то там есть на километр уже написали, насочинили и так далее. А мы там так, значительно, да, вот так вот сделаем. И, естественно, там будут 2-3 таких значимых для писателя или поэта произведения. Сегодня об этом мы конкретно поговорим. Еще не все подошли, будут подходить процессы вот сегодняшнего вот этого такого прекрасного мероприятия. Это первое. Далее, естественно, это сборный вопрос денег, да, сборы. Поэтому мы не могли выпускать. Есть среди нас прекрасный человек, член Союза писателей, он офицер в отставке, Дадюков Юрий Витальевич. Он всю жизнь везде вот помогает всем нам, членам Союза писателей, вообще нашему союзу. И даже в этом плане он уже нашел прекрасную типографию, которая нам пойдет навстречу. Это будет немного подешевле. Далее, среди нас, среди членов Общественного культурного центра, есть тоже девочки, которые пишут, которые рисуют, которые занимаются этим творческим делом не один год. И поэтому мы их тоже будем вовлекать в это дело, да? Какие у вас стихи, какие-то произведения, рассказы, все это будем мы вот в эту книгу включать. А в данном случае я хочу сказать про Лину Васильевну. Она у нас та, которая уже известна по всей Чувашии, быть может, даже за рубежом. Потому что она, которая рисует талантливо, вышивает, шьет. В общем, вот такой творческий человек. И когда мы разговаривали впервые по этой книге, мы решили вот эти вот стихи обрамлять, естественно, рисунками Назаровой Лины Васильевны. Далее, я знаю, у нас что вот девочки тоже пишут, они сегодня, наверное, не принесли свои стихи, но по мере, в процессе, это весь январь месяц займет, подготовительный период, вот это мы все это сделаем.
Сегодня у нас присутствует Валентина Телей. Валентина Телей, она вообще народная певица Чувашии, которую все знают по первой ее песне «Хуняма». У нее, естественно, более 30 песен, только которые она уже сама и стихи, и музыку сочинила, и сама же она распространитель. Она, скажем так, рекламирует свои песни, агитатор своих произведений. Ее знают и в Москве, в Санкт-Петербурге, во многих городах России, в республиках. Вот. Поэтому я ее сегодня пригласила, потому что, имея такой богатый багаж, она еще, оказывается, я впервые открываю, не член Союза писателей. Буквально недавно, месяца 3-4 назад, она стала членом Ассоциации композиторов Чувашии, так как она композитор, и она поэт. Это она признанный поэт, но не член Союза. Поэтому сегодня приглашена она. Она сегодня даже в процессе нашего мероприятия и прочитает что-то, и расскажет, естественно, про себя. Далее у нас здесь присутствует Олег Самана. Олег Самана – это вообще, скажем так, аксакал, который еще в конце 80-х, в начале 90-х годов был, скажем так, фаворит всех президентов, руководителей страны, и даже он сочинял, он пел, он сам сочиняет стихи, он пишет музыку, и стоял на сцене, блистал, красавец, мужчина 80-х, 90-х годов. Его, наверное, не знает, может быть, мой Тимур, которому 6 лет, который больше... Нет, он может его знать. Мы, по-моему, в саде ходили вместе. А вы виделись с ним, моим внуком Тимуром? Он даже уже знает. подрос, наверное. Да, он подрос. Вот. Так что сегодня он тоже представит. Он мне по секрету сказал, что привез свои стихи, вот эти вот афганской темы, так как он этого периода поэт, композитор и певец. Да и вообще очень большой общественник, естественно. У него есть своя, вы уже знаете, да? Он ведет программы и выставляет в сетях. У него есть свое кино, скажем так, своя серия. Немножко не так. Это интернет-вещание. Интернет-вещание, но это телевизор. Самана ТВ. Самана ТВ, это название тоже знаем. Там 30 с лишним фильмов. Уже. Давным-давно, 30 с лишним фильмов по темам. Очень многие знаменитости страны, Чувашии, нашего государства, скажем так. Вот. Все они выходили на его программе. Далее. Все бы я бы не сказал, многие не заслуживают. У нас только тут заслуженные и любимые. И, наверное, целью сохранения памяти народа этих людей, личностей. Вот это прежде всего. Молодец, правильно, тему раскрываем так. Далее у нас присутствует, хотя можно было бы представить ее первую, но это Лариса, секретарь Союза писателей Чувашии. В общем-то, где-то даже, можно сказать, главное лицо, потому что очень многие произведения, которые печатаются в типографии, первоначально выходят через ее руки, через ее голову, скажем так. Она грамотный специалист, она прекрасно владеет компьютером, и, естественно, до конца, вот до выхода книги она все это прослеживает. Мы, честно говоря, очень благодарны этой девушке. Ну, далее я сама, Клара Осокина, сегодня у меня получилось даже вести, да, вот эту передачу и собрать вас здесь. Естественно, я член Союза писателей уже очень много лет, я даже забыла, боже мой, когда это было, 2002 год. Вот. И тоже свои стихи, естественно, тоже принесла, которые могут войти, потому что туда не войдут 100 стихов, 3-4 стиха в этот сборник «Альманах». Сейчас это первый вопрос, в общем-то, этот первый вопрос мы потихонечку сейчас закроем, потому что в порядке вот сейчас рабочего момента мы будем об этом говорить. И, наверное, все-таки приступим к чаепитию чуть-чуть. Да, сегодня, вот потому уже... что такой день, он предпраздничный, он шумный, он такой долгожданный. Впервые вот за этот год собрались вместе, дружно. И скоро Новый год, и в душе уже все поет. Спасибо. Ну, мы еще поговорим. И мы продолжим буквально во время чаепития. Это пиццерия, кстати, я вот рекламирую, это пиццерия такая хорошая, пицца приятная. Так Да, что приходите красивый сюда, дорогие
люди, жители города Чебоксары. Время сколько? Время сколько? Сколько вообще? 8, 7? 7? 19:48. 40. Давайте ставим. Юга 7. Момент исторический. Старался. Дизайн майор собирали в другом месте. Так, куда? Сейчас пойдем. Кларна, барон Гунжу, Телей, Суза, Юрий Чудай. Сивим берем шел. Так, Мингала с этим че. Мингала с этим Тишину, че. тишину давайте. Мингала с этим че. Сейчас сижу, и имел утивище. Элек, во время часа бана, шамбек, за отличившим людям. Мы легес, научно, мы не это. Клара. Халkı önce kimsiz ısladıp bakarga önce Allah'ım mırkılmaz. Buna kona Allah'a. Bileyim ben baka kunda baka san aynı mıcok bakal. Şevce bir center. Şu başka. Şakşası sana kayın yalnız savundarıza dudur. Vakit kalmadı ki hala. Kalmadı yalnız savundardır. Dakika. На мою. На мою. Ну, шапка. Kim ne diyorsun? İyi. Наконец-то он сделал. Это увидели?